Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится с вами в вашей жизни с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, мои хорошие, цыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Что, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Во-первых, здесь образ женщины. Женщина мистическим образом кого-то к себе притягивает. Тут либо встреча, либо разговор. Смотрите, вы о ком-то подумаете и скажете, вот бы было бы хорошо, если бы этот человек ко мне пришел, либо мне позвонил, либо мне написал. И буквально там какой-то очень короткий промежуток времени это произойдет. Вы аж немножко так встрепенетесь. Да, очень мистично это все выглядит. На самом деле вы сильный человек, и сила ваша просыпается. У вас есть очень классные задатки, либо дар, и вы просто его в себе еще не до конца открыли. Вот, ничему не удивляйтесь, знаете, что это именно ваша воля, ваша сила человека к вам притянула. Прям будет немножко мурашить, но будет очень приятно. Тот, либо та, кого вы хотите увидеть, встретить, поговорить, сам к вам придет. Только лишь вы об этом подумайте, это произойдет в очень короткий срок. Дальше. Вижу, что вам удастся какого-то человека как к чему-то подтолкнуть. Нужному, важному, полезному, либо добиться от человека нужных, важных и полезных действий. Это будет нелегко, но вы будете максимальные усилия прилагать. И это случится, свершится, случится, вы это получите. Дальше, мои хорошие, есть какая-то толпа, и вы в эту толпу попадаете, либо с этой толпой смешиваетесь. Где-то ждет вас толпа, либо даже какая-то давка может быть. А все это происходит потому, что вы либо опаздываете, либо вы не точны там, по времени, да, не вовремя пришли. Во избежание таких неприятных моментов старайтесь выходить раньше, либо приходить раньше, чем назначено вам, там, по времени, допустим. Давка, толпа, такие неприятные моменты могут быть. Так, дальше, мои хорошие. Вижу вас в центре под деревом. Это родовое дерево. Помощь, защита, поддержка семьи. Вы слева стоите, то есть ваша семья, ваши близкие помогут вам, даже если вы не просите, даже если вы не ждете, даже если вы не особо сильно нуждаетесь. Здесь очень четкое ощущение вот родственных связей, родственных взаимоотношений, и вот какая-то бескорыстность идет. Ваши близкие вам полезны, либо вам помогают. Даже когда вы не просите, даже когда вы не ждете. Но это будет очень-очень приятно. Вы опираетесь на это дерево, вы можете передохнуть, вы понимаете, что вы не один и не одна, и вы понимаете, что вы любимы, да, любимы своей семьей, любимы своими родственниками. Смотрите, такие ощущения, они вдохновляют, они расслабляют, они по жизни помогают. Будете опираться на своих родственников, на свою семью. Это будет очень-очень приятно. Дальше. Мужчина впервые прислушается к женщине, либо сделает так, как попросит его женщина, и об этом не пожалеет. Смотрите, вы все разные, у всех разные взаимоотношения. Может быть, вы муж и жена, может быть, вы там подчиненный, начальник, начальница, может быть, вы просто знакомые. Может быть, вы родственники. Но вот вижу, что мужчина впервые слушает женщину и поступает так, как она говорит, либо как она просит. И получается прекрасный результат. Здесь такое безумное удивление у мужчины. Он такой,
как это может быть? И с другой стороны, общая радость, потому что и мужчина, и женщина рад такому результату. Кстати, очень многое между вами поменяется после этого случая. Мужчина станет более податливый, более восприимчивый и менее, скажем так, неудачливый, да, более результативный, потому что он всегда будет спрашивать вас, либо всегда по любому поводу будет с вами советоваться. А поскольку вы женщина мудрая, вы всегда будете давать очень ценные, толковые советы. Укрепится связь между вами, укрепится. Вот какой бы связь ни была, она укрепляется, причем прямо на глазах укрепляется. Все этому обстоятельству будут рады. Так, еще. Здесь 2 человека в облаках летают. Ну, какие-то романтики, мечтатели, либо кого-то ждет невероятно приятная романтическая встреча. Вот ощущение, да, полета в облаках. Будет очень приятно, но время будет лететь очень быстро. Да, встреча приятная, но как-то очень быстро все пролетит. Но обоим очень сильно понравится вот это ощущение полета в облаках. Много романтики, много вот таких счастливых, светлых моментов. С правой стороны вы за птицей куда-то едете, либо идете. Ну, птица — это разговор, птица — это приглашение. Да? Скорее всего, вас куда-то позовут, пригласят, вы соберетесь и пойдете за этой птицей. Смотрите, пойдете и не пожалеете. К хорошему пойдете, не к плохому. Мало того, назад вы будете возвращаться с чем-то. Да? Что-то будет у вас в руках, в кульке, не знаю, в сумке, что-то будете домой нести. Очень удачно вы сходите за этой птицей, либо по этому приглашению сходите. Очень удачно. Хотя, например, ничего не ждете, ни на что не надеетесь. Да, но птица, она, видите, не просто зовет, она еще что-то дает, либо что-то будет вам дано. На работе какой-то конфликт сойдет на нет. Конфликт между вами и кем-то, либо между кем-то и кем-то, но на вас это тоже влияло. Да? Люди могли конфликтовать, это влияло на всех. Вижу, что этот конфликт, он сходит на нет, как будто бы все позабудут, да, о том, что ссорились, либо о том, что выясняли отношения, либо кто-то кем-то был недоволен. Вот как будто бы ничего и не было. Это успокаивает, и это улучшает настроение и атмосферу в коллективе. Какая-то прям разрядка пойдет. И еще, кто у меня работает с людьми, будь то клиенты, будь то заказчики, готовьтесь к наплыву людей. Вот. У вас действительно какой-то небывалый наплыв людей, причем в каком-то авральном режиме. То есть все хотят прямо сейчас, либо на сейчас, на сегодня. И да, придется поработать. Если хотите заработать, то придется поработать. Может быть, сверхурочно поработать, либо, может быть, как-то там сдвигать, подвигать, уплотнять там, да, запись, либо прием людей. Много-много людей. Вы очень будете востребованы, либо именно к вам пойдет огромное количество людей. Тут. Так, женщина, у нее растет живот. Ну, это хороший знак. Растет живот, значит, и благосостояние женщины растет. И вот женщина смотрит на свой огромный живот, она этого не боится, наоборот, она этому улыбается. Денежек больше будет, больше возможностей, поступления денег, прибыль растет. Да, может быть, близкий человек вам денежку еще плюс подкинет. Но живот прям такой большой, внушительный, как будто бы вы там на 9 месяце беременности. Но это хороший знак, добрый знак для вас. Так, еще вижу, что вы на что-то решитесь, но сомневаться будете до последнего. Да, постоянно взвешиваете свое решение, правильно, неправильно, надо, не надо, делать, не делать. Как-то мучительно вам все это будет даваться, но решение вы примете. И будете неотступно следовать этому решению. Даже какую-то жесткость проявите. Птица у вас летит справа в центр. Это хороший знак, к хорошему. Все-таки решение приведет к хорошему, не к плохому. Так, здесь показывают мужчину, и он сидит у костра. Мужчина, смотрите, вы все разные. У одних отыграется, что мужчина потеплеет в вашу сторону. У других отыграется, что мужчина готовится к каким-то важным поступкам, шагам, словам, действиям. Ну а если вы мужчина, то вы на правильном пути, и у вас все будет получаться. Вот костер горит, у вас все будет получаться. Что бы вы ни задумали, что бы вы ни делали, за что бы вы ни брались, все будет получаться. Дальше, с левой стороны.
Два человека очень грустные, друг на друга смотрят, в какой-то пустоте находятся, либо в каких-то ограничениях. Почему-то вы бездействуете. Есть масса возможностей и масса вариантов, как решить вашу ситуацию, но вы бездействуете, просто сидите друг на друга смотрите. Хватит скучать, грустить, тосковать, нужно брать и делать. Женщина как-то раньше это поймет, мужчина чуть позже поймет. Но какой бы ни была ваша сложность, она решаема. И здесь куча решений, просто нужно повнимательнее посмотреть, да, под разными углами посмотреть, вы свое решение точно найдете. Еще обман. Здесь кто-то кого-то очень долго обманывал. Обман между людьми, либо обман людей. Вот и так можно прочитать. Если обманывали людей и обманывали достаточно долго, здесь правду уже невозможно скрыть. Она просто вот сама во все щели лезет. Да? Все узнают. Если обманывали вас, да, другие люди вас обманывали, то один из них вот точно проговорится, ну, либо признается в этом обмане. То есть один признается, другие типа делают вид, что ничего не произошло. Но правда точно раскроется. Точно. Видите, вот четко показали. Дальше какое-то дерево сломанное дает первые листья. Ну, сломанное дерево. Скорее всего, вы что-то делали, вы от этого отказались, либо вам запретили это делать, либо в силу каких-то обстоятельств, да, дело было заброшено. Новые листья дает. То есть вы к этому вернетесь, либо вы с удивлением заметите, что пришли результаты того труда, в который вы ранее вложились. Это будет очень приятно и очень знаково, да, что дело выгодное, нужно им заниматься, нужно действовать в том же духе, в том же направлении. Такая информация. 2 листика вырастает. Женщина, которая долго плакала из-за мужчины, приходит в себя. Причем помогает ей выйти из этого состояния другой мужчина. Я так понимаю, что за вами кто-то ухаживать начнет, уделять вам внимание, комплиментами засыпать, либо даже что-то для вас делать. И вы перестаете плакать, вы перестаете грустить, и дурных мыслей в голове практически нет, и сердце практически не болит. Да, мужчина вам в этом помогает. Как будто бы из этой больки, из депрессии, из агонии вас вытягивает. Да, приятный мужчина, и он действительно знает, что делает, он прям старается. А вы прям все лучше и лучше себя начинаете чувствовать. Здесь я вижу женщину, которая в вашу сторону белый флаг показывает. Такой белый платочек машет им. Такая типа «я сдаюсь». Все, как бы я все поняла. Попытка с вами договориться, попытка с вами примириться. А знаете почему? Потому что здесь агонию показывают. Вы этой женщине практически уже на горло наступили, да? И еще один шаг, и все, ее не будет, либо от нее там мокрого места не останется. И вот она идет на эту хитрость, типа я сдамся, я с ней договорюсь, я с ней там подружусь, и пусть она оставит меня в покое. А потом я наберусь сил и как с новыми силами опять в бой. Мои хорошие, если вы эту женщину примете, если вы простите, это будет большая ошибка. Большая ошибка с вашей стороны. Вы своему недоброжелателю, врагу, либо конкуренту дадите как будто бы карт-бланш. Вы сильны как никогда, либо вас уже довели до такого состояния, что вы на все готовы. И здесь как одно действие, не хватает одного действия для полной победы. Вот, не покупайтесь на вот эти попытки примириться. Они ни к чему хорошему не приведут. Наоборот, они оттянут время. И эта женщина, она ведь так и ничего не поняла. Она еще более злее только стала на вас. Не принимайте то, что она сдается, и действуйте дальше в своих интересах. Вы должны победить, вы должны выйти вперед, вы должны от этой женщины раз и навсегда вот как-то избавиться, да? Оторваться от нее. И тогда она вам больше никогда не сможет дорожку перейти, либо никогда не посмеет перед вашими глазами показаться. Тут как хитрый ход. Хитрый ход, но все в ваших руках. Ваша доброта может вас подвести. Вот. Думайте, конечно, сами, решайте сами, но я говорю то, что вижу, то, что песок показал. Так, еще дороги у вас тут повыходили. Дороги
Причем как и привычные вам дороги, так и дороги в каких-то новых направлениях, новые места. Дорог будет много, много будете двигаться, много передвигаться, много где побываете. Много времени вы тратите в дороге. Как-то так идет. Так, а здесь нам показано, что какой-то мужчина к вам с просьбой обращается, просто вас умоляет о чем-то. Вы для этого мужчины как последняя надежда. Если не вы, то никто. Вижу, что вы этого мужчину не прогоните и просьбу этого человека удовлетворите. Человек вам будет невероятно благодарен. Не сейчас, но чуть попозже, может быть, там в течение недели-двух, на вас прям рог изобилия прокинет, вот в знак своей благодарности, что вы там помогли, выручили, не отвернулись, мимо не прошли. Да, за вашу доброту сторицей вам заплатят. Ну, действительно, благодарный мужчина и мужчина в какой-то безвыходной ситуации, да, в крайней сложности какой-то находится. А вы добрая, вы мимо не пройдете. Ну и за доброту свою будете вознаграждены. Не сейчас, но чуть попозже. В самом венце у вас цветочек и улыбка. Ну, либо вам цветы подарят, либо вы на каком-то празднике будете гулять, праздновать, отмечать. Очень приятное событие, которое запомнится вам надолго. Вот именно будете вспоминать и улыбаться будете. Хороший момент. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.